Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент провел совещание о ходе реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Абхазии» на 2022-2025 годы. В селе Гумиста строят новую линию электропередачи. Также здесь устанавливают дополнительные трансформаторы. В Центральном выставочном зале открылась персональная выставка работы Руслана Чхамалия. С 1 ноября снижаются цены на бензин АИ-92. Снижение составит порядка 4,5 рублей. Об этом сообщила вице-премьер-министр экономики Кристина Узган на совещании с президентом. Аслан Бжаня провел совещание о ходе реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» на 2022-2025 годы. О текущем статусе реализации программы главу государства и участников совещания проинформировала вице-премьер-министр экономики Кристина Узган. Объем ВВП за 3 года вырос на 57% и составил 54,9 миллиардов рублей в текущих ценах. Доходы государственного бюджета выросли на 35% и составили 13,7 миллиардов рублей. При этом собственные доходы за 3 года увеличились на 56% и составили 8 миллиардов рублей. Рост заработной платы в бюджетной сфере составил 38% или 20 160 рублей. Рост заработной платы в экономике составил 85% или 20 471 рубль. Расширенный репортаж совещания президента о ходе реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» смотрите в ближайшее время в эфире Абхазского телевидения. Согласно поданному заявлению, Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. При этом Беслан Джопуа остается в должности министра сельского хозяйства. Распоряжением президента Аслана Бжаня Ахрас Мыр освобожден от должности в Рио начальника управления по связям со СМИ администрации президента в связи с переходом на другую работу. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ возложено на Теолину Аршба. Министр иностранных дел Инал Ардзинба обсудил актуальные вопросы международной повестки, ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшие цели и задачи совместной работы с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммедом Али. Совещание, в котором также принял участие специальный представитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Худаба, прошло в онлайн-формате, сообщает пресс-служба МИД. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и детский омбудсмен Мактина Джинджоли обсудили проблемы медицинской помощи детям. В приоритете дети из малообеспеченных семей, семей, попавших в трудные жизненные ситуации. Был рассмотрен ряд частных проблемных случаев детей различных возрастов. По итогам встречи намечены планы по их решению. В недавнем времени имущественный комплекс Пицунского пансионата «Самшитовая роща» был передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии. Постановление было принято летом 2023 года Кабинетом министров. Данный факт вызвал недовольство у руководства пансионата. Ситуацию нам прокомментировали в СГБ республики. Нами была предпринята попытка адаптировать неактуальные на сегодняшний день договорные отношения под текущие реалии. И мы провели поэтапные переговоры с соучредителями, в которых предложили рассмотреть возможность увеличения арендной платы. Подобного рода предложение показалось нам разумным, так как объект туристического назначения с номерным фондом свыше 400 номеров, многочисленными точками общепита и иным функционалом коммерческого значения оплачивает государству всего 3 800 000 ежегодно. К примеру, нам известны случаи, когда гостиницы с номерным фондом 25-27
номеров сдают в аренду за сумму в 7 и более миллионов рублей. С сожалением вынуждены констатировать, что переговоры зашли в тупик или, возможно, встали на паузу. При этом хотим отметить, что мы действительно до сегодняшнего дня не проявляли каких-либо инициатив по расторжению договора с арендаторами. Тем более нами не рассматривался и не рассматривается вопрос о внесении каких-либо коррективов в кадровую политику пансионата, то есть сохранение профессионального коллектива Самшитовой рощи имеет для службы особо важное значение. Репортаж о ситуации вокруг пансионата «Самшитовая роща» смотрите в ближайших выпусках новостей. В селе Гумиста идут работы по улучшению энергоснабжения. Здесь строят новую линию, а также устанавливают дополнительные трансформаторы. Работы проводятся при поддержке администрации Сухумского района и депутатов Народного собрания. Детали в материале Лауры Капш. Вот уже около 2 месяцев в селе Гумиста идут работы по строительству высоковольтной линии 10 киловольт с установкой дополнительного трансформатора. Заказчиком данных работ является УКС. Работы проводятся с Сухумским районным филиалом Черноморэнерго за счет средств госбюджета. Необходимость данной работы была обусловлена тем, что данный трансформатор находится не в центре нагрузки, и распределение энергии по электрическим сетям идет неравномерное. Абоненты находятся на одной стороне, а трансформатор находится с краю. Из-за этого происходит абоненты недополучают электроэнергию из-за потерь больших. Параллельно работы ведутся и на другой улице. И здесь необходима установка дополнительного трансформатора. На этих 2 участках заменили около 40 столбов. Сметная стоимость работ около 5 миллионов рублей. Вторая работа была необходима тем, что данный трансформатор был перегружен, и расстояние от трансформатора до конечного потребителя составляло порядка километров. И там было порядка 70 абонентов, и нам пришлось устанавливать дополнительный трансформатор. То есть люди жаловались, получается, да? Да, конечно, качество подаваемой электроэнергии существенно хромало. На данном этапе, после завершения данных работ, проблема данная будет устранена, и люди будут получать качество электроэнергии. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Завершить их планируют в течение 2 недель. Специалистов достаточно, и погода позволяет справиться в намеченные сроки. Основная проблема – это нехватка техники. Это буровая установка, это вышка, которую у Сухумского района своей личной автовышки нету, и поэтому нам приходится постоянно ее просить у Черноморэнерго. А специалистов достаточно? Специалисты, слава богу, у нас хватают на данный момент, но планируемые работы, которые должны проводиться в Сухумском районе, требуют еще дополнительных работников. Жители села Гумиста довольны, поскольку до строительства новой линии они страдали из-за слабого напряжения. После войны эти провода мы оттуда-сюда сняли, привезли, сделали, чтобы у нас свет был. А сейчас, пожалуйста, нету, нормально, все хорошо. В общем, вы довольны? Очень хорошо, очень довольны. Зимой были проблемы у нас. Напряжение падало до 90 вольт всего лишь. И многие приборы, бытовые приборы сгорели у меня. Но вот сейчас будем надеяться, что на эту зиму у нас будет снабжение лучше, стабильное, хорошо, и все будет нормально. Надеемся. 30 лет прошло после войны, и с каждым годом понемножечку улучшается наша жизнь. Вот электроснабжение. Сейчас ребята, есть монтеры, вот работают ребята день и ночь, улучшают электроснабжение нам. Спасибо им. Также стоит отметить, что на столбах устанавливаются приборы учета. Работы проводятся за счет средств Черноморэнерго. На сегодняшний день ведется активная работа по установке приборов учета, но я еще раз повторяюсь, из-за нехватки техники, то есть это автовышки, работы
приостанавливаются на строительство линий, высоковольтных линий. И поэтому нам приходится делить вышку между установкой прибора учета и строительством линий. На сегодняшний день установлено порядка 300 приборов учета. Это порядка 7-8 трансформаторных подстанций были оборудованы автоматизированными приборами учета. До конца года планируется примерно еще установка 400 приборов учета. Данные приборы учета полностью автоматизированы. Они передают информацию на сервер в центральный офис, после чего осуществляется автоматический сбор данных и счета передаются абонентам. Электронный прибор учета хорош тем, что на него нет физического воздействия со стороны абонентов, и они никак не могут обойти данные. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 2 ноября состоится очередное заседание сессии парламента. В повестке дня более 15 вопросов, 5 из которых земельные. Депутаты намерены внести изменения в законы о бюджете пенсионного фонда, о бюджете фонда репатриации и о республиканском бюджете на 2023 год. Также рассмотрят вопрос о ратификации соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии. В Центральном выставочном зале открылась персональная выставка работ художника, графика, члена Союза художников Абхазии и России, доцента АГУ Руслана Чхамали. На экспозиции представлено более 60 работ, выполненных в жанре портрета. Руслан Чхамали – участник более 70 профессиональных выставок в Абхазии, России, Италии и Турции. Выставка картин художника продлится до 10 ноября. Это первая моя персональная выставка. Здесь представлены только жанр портрет. Это я специально так задумал. Я работаю в других жанрах тоже, пейзажи, натюрморт. В общем, во всех жанрах изобразительного искусства я работаю. Но сегодня только портреты выставлены в количестве 60 работ. Здесь все работы, которые я выставил, это выполнены техники пастелью, карандаш, аппликация, в разных материалах. Здесь я изображаю знакомых, близких, люди, которые мне дороги. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». Что и сколько произвели в нынешнем году гудаутские фермеры? На эти вопросы на страницах газеты отвечает замглавы администрации Гудаутского района зав. Отделом сельского хозяйства Юрий Кварацхелия. О буднях посольства Абхазии, Венесуэлы и Никарагуа рассказывается в статье Лилианы Яковлевой. Возможно ли фундаментальная наука на абхазском языке? На эту тему рассуждают начальник управления по государственной языковой политике Бунда Кицыня и замминистра просвещения Ада Кварчеля. Новый номер «Республики Абхазия» уже в продаже. Также газета доступна в электронной версии. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 2 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 17-22. Температура морской воды плюс 20. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.